Вы смотрите новости, в студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Коротко о темах. Прекрасная возможность позаботиться о своем здоровье. Жители Хангаласского улуса в нерабочие дни могут получить вакцину от ковида. Привезут продукты, доставят в поликлинику. Республиканский волонтерский штаб помогает пожилым людям. Лидеры по Якутии, 80% населения Намского района прошли перепись, в том числе через госуслуги. По нацпроекту «Безопасные и качественные дороги» в Якутии до конца года введут почти 270 километров автодорог, из них более 220 республиканские, а около 50 километров дороги в Якутске. Напомним, столицы дорожники обеспечили 100% выполнение плана еще в октябре. По региональным дорогам введено порядка 207 километров. Проведен капитальный ремонт окружного шоссе, отремонтированы улицы Старый Покровский тракт, Ивана Кульбертинова, построены подъездные дороги к кварталу для многодетных семей в селах Табага и Тулагина. Завершилась и навигация на реке Лени в текущем году. Крайние теплоходы благополучно встали на зимний отстой, сообщает пресс-служба ЛОРП. Отмечается, что на реке Лени навигация началась на 13 дней позже прошлогодней и прошла в сложных условиях ограниченной видимости из-за лесных пожаров. Завоз грузов в районы Крайнего Севера был связан с трудностями в связи с перебоями в работе Зеленомысского речного порта. Отгрузку каменного угля с шахты Джабари-Кихая вели не в полном объеме в связи с отсутствием накоплений. Тем не менее, навигация успешно завершена, случайных отстоев нет, весь флот находится в плановых пунктах зимнего отстоя, говорится в сообщении. Далее, к эпидобстановке, еще 290 якутян заразились коронавирусом за минувшие сутки в регионе. Из них 143 в Якутске, сообщает оперштаб. В Мирнинском районе 13 случаев заболевания, в Алданском 12, в Алекминском и Оленёкском районах по 8 случаев. В Кобяйском, Ленском, Нюрбинском, Хангаласском по 7 заболевших. Еще в 18 районах фиксируют от 1 до 6 заражений. Жители Хангаласского улуса в нерабочие дни могут пройти вакцинацию от ковида. Привиться можно 3 имеющимся в наличии вакцинами: Гам-ковид-вак, Эпивак-корона и Ковивак. Также ранее привившиеся могут пройти ревакцинацию спутником Лайт. Напомним, на днях Минздрав России рекомендовал использовать спутник Лайт только при ревакцинации. Дополнительно в Хангаласскую центральную районную больницу поступили 100 доз вакцины для платной вакцинации иностранных граждан. Первое, второе, третье, поскольку этот указ нас медицинских учреждений не касается, мы работаем в обычном режиме. 4-го это праздничный день, выходной будет для всех работников. И 5-е мы тоже, 5-е и 6-е тоже в обычном режиме будем работать дежурным персоналом. Можно вакцинироваться в поликлинике города Покровска и во всех населенных пунктах, где у нас врачебные амбулатории, отделения, фельдшерские пункты. Во всех прививочных пунктах будет организована вакцинация населения. В нерабочие дни республиканский волонтерский штаб помогает пожилым людям, доставляют продукты питания, помогают добраться до медучреждений столицы. Подробнее о работе столичных волонтеров в материале Дмитрия Тымырова. Штаб волонтеров слушает. Каждый день Ирина принимает звонки. В дни локдауна многим нужно помочь приобрести и доставить продукты питания и лекарства на дом. В основном в помощи нуждаются пожилые люди. Тех людей, которые нам звонят, мы у них спрашиваем фамилию, имя, отчество. А также телефон, с которого нам звонят, потом адрес проживания. И потом мы спрашиваем, что они хотят у нас, что они хотят, чтобы мы привезли им, там, хлеб или что-то еще. Звонков пока не так много, порядка 10 в день, но работы хватает. Помимо доставки продуктов первой необходимости, волонтеры перевозят и самих пожилых людей, например, на вакцинацию в медучреждения. Поэтому сегодня штаб особенно нуждается в волонтерах с собственным транспортом. Есть волонтеры, которые помогают на своем транспорте, сопровождать пожилых на вакцинацию. И в районах это уже рабочее население, молодежь, которая не остается в стороне. И сейчас особая потребность, конечно, нуждается в автоволонтерах. У людей, которые есть машины, могут присоединиться к нашему движению, тоже помогать по заявкам, чтобы быстрее заявки выполнялись. И сопровождались пожилые люди на диспансеризацию, либо на
на вакцинацию, получается. Волонтерский штаб был открыт в марте 2020 года. За это время здесь обработали более 40 тысяч различных заявок. Были привлечены 7 тысяч добровольцев. Штаб расположен, как и прежде, на Орджоникидзе 10. И все желающие присоединиться могут смело подходить по указанному адресу. Либо написать в социальной сети Instagram «Добро ЕКТ». А вот заявки, чтобы вам помогли, можете подавать по номеру горячей линии. Дмитрий Тымыров, Георгий Григорьев, Якутск. Идем далее. 80% жителей Намского района прошли перепись населения, в том числе в онлайн-формате, через госуслуги. Муниципалитет в лидерах по Якутии по участию во всероссийском мероприятии. Как организована перепись и что нужно знать о переписчиках, расскажет Мадина Халикова. В первом хамустахском наследии уже с самого утра кипит работа. В стационарном пункте переписчики принимают посетителей и все с соблюдением ковидных мер. На входе измеряют температуру, выдают маску, если вдруг у человека ее не оказалось при себе. Процедура переписи не занимает больше 15 минут. В этом году у каждого переписчика планшет, где он заполняет переписной лист. Вопросы максимально простые. Мы обходим помещение, переписываем население и в конце дня все отчеты отправляем контролеру. Для всех переписчиков сдали вот планшеты. Планшету очень удобно пользоваться. Все автоматически включается. Не надо там калькулятором все надо вести. Все сама вот, планшет все автоматически справляется с этим. Контролеры проверяют работу переписчиков, чтобы и данные совпадали, и заполнение листа было верным. Перепись стартовала 15 октября, и Намский район за пару недель вышел в лидеры Якутии по участию во всероссийском мероприятии. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы прошли перепись? Да, я прошла перепись через приложение госуслуги. Переписчику сообщили? Да, все отправила, и QR-код отправила, и то, что как прошла, отправила все. На планшет все село, да? Да, все село, сказали, все уже отлично прошло. А в соседнем наследии сегодня перепись проходят иностранные граждане. Мигранты постоянно проживают в Якутии, возводят соцобъекты. Для них отдельная форма бланка. Переписчики пришли прямо на стройплощадку, где трудятся 70 рабочих. И все они прошли перепись. Заполнение данных иностранного гражданина отличается, во-первых, гражданством у них иностранное государство, место рождения, другое место жительства это тоже будет иностранное государство и национальность. Если они находились больше года, то они записываются как постоянные жители, а если меньше, то временные. В районе работают 44 переписчика, 19 из них в Намцах. Там пункт организовали в самом центре села. Узнать переписчика просто. Он одет в специальную форму, при себе у каждого планшеты, бейдж с информацией о переписчике, которую можно проверить по QR-коду. Кроме того, все переписчики вакцинированы для собственной безопасности и безопасности жителей. В Намском районе по ТДР у нас закончили 4 муниципальных образования. Это Заречный и Наслега. В данное время переписывается 15 муниципальных образований. На данный момент, на 2 ноября, 80% населения у нас переписалось. До начала переписи у нас с населением были разъяснительные работы по части электронной цифровой переписи. На сегодня в Якутии 5 лидеров по переписи населения. Это Мегино-Кангаласский, Горный, Амиконский, Сунтарский и Намский районы. Всероссийская перепись населения пройдет до 14 ноября, поэтому у каждого еще есть время поучаствовать в ней. Тем более с применением цифровых технологий. Это очень просто. Мадина Халикова, Павел Пахомов, Намский район. Определить ценность останков человеческих костей, найденных во время реконструкции проспекта Ленина в Якутске, предстоит археологам. Сейчас специалисты ведут раскопки на месте обнаружения фрагментов захоронений. По предположениям историков, именно на этом месте стояла Тихвинская церковь 1740 года постройки, которая сгорела в 1813. И, возможно, обнаруженные кости, остатки захоронений погоста того храма. Сейчас территорию исследуют, ищут сопутствующие предметы, элементы одежды. Все это может повлиять на восстановление данных о том, как жили люди в XVIII веке. Вот археологи проводят установление историко-культурной ценности, вообще представляют ценность, что за человеческие останки, вообще рядом с ними есть какие-нибудь там дополнительные археологические предметы и так далее. После, изымут и дальше разрешим работу, но дальше мы главстрой попросили, чтобы в дальнейшем при строительстве капитального ремонта было археологическое сопровождение. Одна из визитных карточек Алдана – автомобиль ЗИЦ-5 по улице Мегино-Кангаласской. Истории памятника сотрудники детской библиотеки посвятили очередной выпуск познавательного киножурнала. Подробности в сюжете Татьяны Вахниной.
ЗИС-5, являющийся памятником дорожным строителям, вновь обозначен соответствующей табличкой. На постамент трехтонка была установлена в 1979 году к полувековому юбилею автопредприятия «Аямтранс». Повествующая об истории возникновения памятника надпись стала третьей. Все там написано, что когда установлен в честь 50-летия Аямтранса. И, значит, взяли, выкрали, сделали снова вторую табличку, все равно выкрали. Металлокерамическая табличка была изготовлена по историческим фотографиям. Инициатива восстановления надписи принадлежит директору Алданской детской библиотеки Татьяне Ефимовой. Идея зародилась в ходе подготовки очередного выпуска киножурнала «Хочу все знать», посвященного автомобилю ЗИС-5. В короткие сроки по фотографии, предоставленной Пугачевой Надеждой Ивановной, изготовили очень качественный образец. С 9-м выпуском киножурнала «Хочу все знать», который ведет Алданская детская библиотека, юные зрители уже ознакомились. Первые автомобили АМО-3 и ЗИС-5 появились на Южно-Якутской трассе в 1932 году. К полувековому юбилею предприятия из Невера в Алдан прибыла колонна из 8 машин, на которых начинали работать дорожные строители. Во главе колонны шла трехтонка. Ветераны предприятия помнят водителя, управлявшего этим ЗИСом, Шаповалова Василия Архиповича. Он работал на Аяме именно вот на таком автомобиле с 1931 года по 40-й, даже по 41-й, до начала войны. А когда началась война, он на этом автомобиле ушел на фронт. Вот. Он отвоевал, он кавалер 10 боевых наград, он участвовал в взятии Берлина, он остался живой и вернулся назад. И снова пошел в Аям работать. ЗИС-5 словно воплотил в себе как силу и мощь, так и живую искру истории Алданского района. А выпуск киножурнала стал весьма познавательным не только для юных зрителей и их родителей, но и для ведущих. Много узнали интересного, как это все происходило. Я много лет живу в Алдане, но как бы никогда не задумывалась, да, вот откуда этот автомобиль появился. Автомобиль ЗИС-5, олицетворяя дань уважения и почтения строителям Амуро-Якутской магистрали, является одной из визитных карточек города. Восстановление таблички стало символическим подарком к профессиональному празднику работников автомобильного транспорта. Татьяна Вахнина, Георгий Баранов, Алдан. К этому часу это вся информация. Наши корреспонденты продолжат следить за развитием событий. Оставайтесь с нами.